Здравствуйте, на ТУВА-24 интервью дня. Меня зовут Константин Куцвалов. И сегодня поговорим о спорте. А поговорить есть о чем. И сегодня в гостях у нас Чингиз Алиев, вице-президент Федерации карате Тувы, и Саян Андар, мастер спорта международного класса по дзюдо и самбо. Здравствуйте. Здравствуйте. Недавно наши спортсмены-каратисты вернулись с Кубка Азии, который проходил в Барнауле. И там, насколько известно, спортсмены завоевали немало наград. Расскажите об этом. Да, у нас наша команда на прошлой неделе выезжали на Кубок Азии. Он еще называется «Дети Азии». То есть раньше туда приезжали также с Японии люди, с Кореи. Этот раз были российские спортсмены. Наши спортсмены тоже принимали участие. От Тувы у нас было 15 спортсменов. Они выступали в двух категориях. То есть по рукопашному бою первый день, второй по карате. Знаете, общая медаль нашим спортсменам был завоевано 15 медалей. Первые, вторые, третьи, то есть все пробы. Это благодаря нашему тренерскому составу, можно сказать так, моим ученикам в прошлом. Сегодня они все тренера, тренируют детей, причем успешно. И это был для них такой крупный турнир, экзамен тренера. То есть они выполнили именно благодаря тренеру Кежик Баирбелеку, повез команду и успешно выступил. 15 медалей, я считаю, что это тем более после всего, что мы 1,5 года отдыхали, как весь мир. У нас были ограничения, пандемии и так далее. После этого достойно выступили. А перед этим у нас был республиканский турнир среди детей. И эти ребята перед тем, как выехать, стартанули здесь, проверили себя и поехали. И выступили успешно. Еще был всероссийский турнир Кубок Успеха, который состоялся в апреле в Новосибирске. Там тоже есть награды? Да, есть там награды, есть там тоже все пробы, медали. Это очень серьезный турнир. Раньше мы его назвали между собой неофициальный отбор. То есть в сборную команду, потому что там именно туда съезжают все представители сборной команды страны. И в том числе все регионы своих сборных выставляют. И там те ребята, которые в официальных первенствах, чемпионатах России не могли проявить себя, там могли показать, по крайней мере, чтобы попасть в резервную. И там наши спортсмены всегда хорошо выступают. Мне отрадно, что туда приехала Санкт-Петербургская команда во главе нашего бывшего выпускника Мунзука Мир. Он привозил свою команду и выступал сам, в том числе. Это раньше в свое время я тоже так делал, команду возил и выступал. Мои ученики выступали, я сам выступал. Это очень хороший пример для спортсменов. Я смотрел на Амира, конечно, я его секундировал со стороны, подсказывал. Смотрел на него, что как его ученики болеют за него. Но он красавчик на самом деле. Выход в финал, он дрался очень известным нашим спортсменам, первым номером сборной команды страны, Оганесяном Юрой из Новосибирска. А Оганесян, он чемпион Европы, призер мира последних. Первый номер. 60. Раньше Амир там был первым, но Амир несколько лет отсутствовал. И он занял вот эту нишу. И они прямо зарубились. Если сказать по-спортивному, зарубились. Но он одну оценку ступил. Даже не одну оценку, они вышли в ничью. А в японском вид спорта есть такие понятия. Кто первую оценку брал, он побеждает. То есть он чисто из-за этого победил. И в этом схватке Амир повредил свое плечо. Он прям руку не мог поднимать. Несмотря на это, с такими травмами, он вышел за 3-е место и победил одной рукой. Хочу сказать, он победил. И я видел, как его ученики на это реагировали. Это реально был... Вот для меня была это гордость, что этот спортсмен в свое время готовил я. И гордость была за то, что его спортсмены увидели своего тренера в деле. Когда тренер является успешным, причем он действующим спортсменом, представляете, я помню, говорю, сейчас повторю, в свое время, как уровень моих учеников росли. Они со мной в одном зале тренировались и в одних соревнованиях выступали. Мы могли видеть друг друга ошибки. От карате плавно перейдем к дзюдо и самбо. Саян, вопрос вам. На прошлой неделе состоялся мемориал Ощепкова в Хабаровске. Это Дальний Восток, это далеко, но наши спортсмены туда ездили. Расскажите, какие итоги? На прошлой неделе состоялся, то есть всероссийский турнир мемориала Ощепкова, первооткрывателя дзюдо в Советском Союзе и в России, можно сказать. И туда нашу республику представлять и защищать честь нашей республики поехали из нашего зала 2 спортсменов. Так как
Дальний Восток, Хабаровск далеко находится. Этот турнир каждый год проводится, и не всегда такое количество участников она давно не собирала. В этом году, так как везде закрыто, международных соревнований нету, туда приехала наша сборная России, первые, вторые номера. И в весовой категории до 60 килограммов наши спортсмены легковесы, в основном тувинцы везде. И эти наши двое друзей боролись в 60 килограммов. Альберт Монгуш стал победителем, а Чыты Дамбу стал бронзовым призером, получается. Они за выход в финал между собой боролись. Равная схватка, там в дополнительной минуте Альберт по оценке Вазари выиграл и вышел в финал. А Альберт до финала выиграл, получается, второго номера сборной России, такого молодого перспективного спортсмена, чемпиона Европы Блиева Аюба. А еще в марте состоялся чемпионат России, который прошел в Свердловской области, и что явилось отбором на чемпионат Европы и чемпионат мира. Расскажите, какие там... В начале марта в Верхней Пышме проходил чемпионат России по самбо. Там приняли участие наших немало. С Новосибирска, с Москвы, там, с разных уголков нашей России. Там наши тоже успешно выступили. 57 килограммов, уже 7-й раз статус чемпиона России сохранил наш титулованный самбист, дзюдоист Хертек Саян Калтаролович. Он чемпион мира, чемпион Европы. 53 килограмма, прошлогодний чемпион России наш Артур Ондар. Он стал в этом году бронзовым призером. И по боевому самбо 3-е место занял Шалдагол Шава. Он 58 килограммов выступал, там тоже 3-м стал. Сейчас Саян у нас на сборах находится в Подмосковье, в олимпийской базе в Новогорске. Он сейчас проходит подготовку со сборной России к предстоящим стартам. Чемпионат мира будет осенью в Туркменистане. Когда болельщики смогут увидеть ваши выступления? Ближе к осени, наверное. Сейчас пока ничего таких предстоящих стартов нет. И у меня колено тоже травмировано. Сейчас колено залечу и дальше буду уже тренироваться. Поговорим о развитии детского спорта, в частности о дзюдо, самбо и карате. Ваше мнение, насколько эти виды спорта в республике сегодня развиты? Чего не хватает? В первую очередь надо спортивные залы, потому что с каждым годом набор все растет и растет, а секции заполнены, детей просто некуда деть сейчас. Это первая проблема. И в вторую очередь для развития детского спорта, в общем, надо, я думаю, работать надо с районами, с отдаленными районами, где есть талантливые ребята, думаю, надо каждый месяц, если получится, даже можно каждую неделю ездить, мастер-классы проводить. И таких уникумов, таких талантливых ребят надо выявлять, и город сюда можно приглашать тренироваться, допустим. А для всего этого надо интернат, чтобы дети здесь учились, жили и питались полноценно. Я думаю, так. Мы сейчас, молодых тренеров, сейчас у нас есть тренера, которые хорошо, прям идеи горят, они в районах работают сейчас. Мы планово ездим к ним, мастер-классы проводим. И таких ребят, так же, как я говорил, сюда у нас к себе приглашаем, здесь тренируем. Больше внимания сейчас в районах у нас идут, потому что в районах больше талантливых детей. Чингис, ваше мнение, насколько карате в Туве развито и чего не хватает? На самом деле не хватает всегда, сколько бы мы ни приобретали, всегда что-то не хватает. Даже в лучших залах, даже возьмем Кадакан.
японской, всегда что-то не хватает. В Туве сегодняшний день карате развивается динамично. На самом деле, на мой взгляд, динамично развивается. Вот как сказал товарищ, человек, молодой спортсмен, он очень правильно подметил, что в районах растут хорошие спортсмены. Мы тоже практикуем эту тему. И у меня несколько тренеров из районов, которые приехали, сейчас в Кызыле работают. Если так сказать, что всего не хватает, это будет неправильно с моей стороны. Министерство спорта республики проявляет очень много внимания, усиливает свою поддержку. Я думаю, всем федерациям это могут сказать. У нас просто в Туве 30 федераций, скажем, да, из них 10 конкретно работает, из них 6 очень успешные. Думаю, что вот эти 10 федераций очень хорошо получают поддержку Министерства спорта. А когда есть призеры, федерация аккредитованная, федерация постоянно выезжает и развивается, они получают поддержку. Я о себе говорю, да, нашей федерации. Они поддерживают. Мы в этих проблемах с чем сталкиваемся, находим поддержку, находим, и, сказать так, находим язык для общения, и они поддерживают. Развивается карате сегодня так, скажем, до пандемии была очень обширная работа. После мы чуть-чуть ушли несколько лет назад и опять сейчас стартуем. Слава Богу, что получается. Для развития карате, да, сейчас нужно раскидать больше залов. У меня в голове есть эта идея, пока не буду озвучивать. Нужно из тех спортсменов хороших, которые мастера выполнили, мастер спорта между классов выполнили, нужно их в тренерскую работу, кадры. Решает все кадры. У нас регион такой, что дети талантливые. А когда кадры правильно работают, тренеры, которые прошли путь, у тренера должен быть багаж. Спортсмены с багажом, когда становятся спортсменами, становятся тренерами, с них получают хорошие тренеры, они воспитывают хороших детей. Сейчас вот у меня стоит вот такая задача, дальше расширять. Я обращаю все чаще и чаще время на воспитание кадров, подготовку кадров. А так, карате развивается неплохо, я пока доволен, пока есть медали. Каждый год у нас, вот 2002 года, по сей день, до пандемии, скажем, до 2020 года у нас была всегда член сборной команды России, наши спортсмены были в составе сборной, взрослой, национальной сборной команды России состояли наши спортсмены. Сейчас у нас сборной команды никого нету, есть резерв. Надеюсь, в скором будущем опять будут. На мой взгляд, все не так уж и плохо. Что дает спорт детям? Столько лет я работаю тренером и сам вырос в спорте. Спорт – это, во-первых, очень хорошая дисциплина для ребенка. Второй – уважение младшего. Знать место младшего, старшего, проявить уважение старшим. Защитить младших. У нас даже спортсмены есть, которых из школы чуть не выгнали. Я когда пришел в школу, говорю, за что? Говорят, он ударил ребенка другого. Я говорю, этот парень, его Дакпирол Нарбу зовут. Я говорю, он очень хороший спортсмен, призер даже России. Он не может бить. Когда мы весь класс собрали, оказывается, он за девочкой заступился. Обижали девочку, он ударил. Он провоцировал его. Вот. Спорт, это, во-первых, дает возможности всегда защитить того, кто слабже, младших, проявить уважение старшим, знать свое место. Спортсмен, он дисциплинированный. Он в детстве идет в спорт, дисциплина, тренируется, выступает, видит свою цель, а в будущем, поступая в университет, он продолжает это. А когда заканчивает университет, например, в любую свою профессию, которую он выбрал, он становится очень хорошим кадром. Не только спортивным, а кадром, дисциплинированным. Ведь согласитесь, что выше всего это дисциплина. Если человек может быть талантлив, но у него нет дисциплины, он ничего не добьется. А когда человек талантливый и дисциплина присутствует, а эта дисциплина – это спорт. Спорт спасает с улицы, спорт спасает от дурных мыслей, спорт спасает человека от безделья. Спорт дает детям из детства, извиняюсь за выражение, пахать и достигать. Например, родитель привел ребенка на самбо или на карате. Вот не нравится ребенку, да, какой-то вид спорта, он хочет другой идти. Нужно ли заставлять ребенка заниматься таким видом спорта, либо дать ему шанс выбрать что-то свое? Я думаю, во-первых, заставлять, если ребенку этот вид спорта не нравится, я думаю, это тоже неправильно будет немного. Я думаю,
Каждый должен найти, что ему нравится, чем ему заняться дальше, да, и уже распределять свои планы, да, и как к этому прийти, как достичь своих целей. То есть толка не будет, да? Ну, я думаю, да, для профессионального спортсмена должно быть внутреннее желание такое. Ты должен гореть, чтобы достичь своих целей, да. А если такого нет, то ты будешь спортсменом любительского уровня. Чингис, как вы считаете, все-таки нужно дать ребенку шанс или все-таки родители должны настоять на своем выборе? Вот смотрите, здесь очень тонкий момент. Даже если ребенок сам недопонимает, тренер должен этого видеть. Например, у меня бывает такое часто. Я смотрю, что у этого ребенка очень хороший талант для борьбы. Ну, его перевели, отдали в карате. В начальной подготовке у нас всех одинаковые. И любого вида спорта, имея в виду единоборство. Всех одинаково идет начальная подготовка. Он какое-то время у нас проходит. Я вижу, что у этого ребенка вот тело, строение и талант на борьбу. Я сам говорю, вот отдайте на борьбу. Говорю, нет, на борьбу не хотим, там, ну отдайте на дзюдо. То есть мы же похожи чем-то. Я не даст соврать, из стойки, там, высокие броски у нас одинаковых присутствует. Или наоборот, приходит, говорит, мы занимаемся 2 года в дзюдо, ну там у него не идет, хотим у вас попробовать. Почему бы нет? Попробуйте. Есть такие, что, даже я так скажу, есть такие, даже в мировом спорте, каратист, который стал очень сильным кикбоксером, или К1, или просто профессиональным боксером. Какое-то время занимался карате, потом перешел. Ребенок, знаете, заставлять, правильно сказал, нельзя. Дать возможность, он пробует. Идет, у него тут получается все хорошо, но у него мысли там, в том виде спорта. Он переходит туда и находит себя там. И это его, как бы, это его место, это его стихия, это его гавань, где он плавает. И я думаю, что заставлять ни к чему. Ну, заставить отдать в спорт – это обязательно. Каждый родитель должен этого делать. Спорт любой. Потом ребенок сам решит, где у него больше подходит. Тем более у нас в Туве, так скажем, да, вот все федерации дружные. Мы частенько, бывает, в стадионах встречаемся, какие-то мероприятия спортивные, по линии Минспорта. И показательные выступления бывают в центре, все выступают. Да? Давно этого не было, до пандемии это все было. Они друг друга смотрят. Ну, ему вот, больше там понравился. Хотя он мой спортсмен. Остановить его, заставить оставаться здесь нет смысла. Дать нужно им свободного выбора, как в спорте, так и в жизни. Спасибо большое, что приняли участие в нашей программе. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о спорте, о развитии спорта. И сегодня в гостях у нас были Чингис Алиев, вице-президент Федерации карате Тувы, и Саян Андар, мастер спорта международного класса по дзюдо и самбо. Меня зовут Константин Куцевалов. До встречи в эфире.